для собак. Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на уроке русского языка. Девиз нашего урока: кто не стыдится спрашивать, узнает многое. Если человек что-то хочет узнать или чего-то не знает, это не стыдно. Главное, чтобы было желание учиться, узнавать. Не то беда, что мы всегда чего-нибудь не знаем, а то беда, что иногда незнание скрываем. А если знаешь сам, чего не знаешь, не умеешь, тогда добьешься своего, узнаешь, поумнеешь. Сегодня на уроке мы узнаем о словах, которые отвечают на вопросы, что делать, что сделать. Будем учиться различать вопросы, что делать и что сделать. И узнаем полезный совет. Давайте прочитаем текст. Под пенечком гриб, на ветру листок, на цветке пчела, а на ветке птица. Ручей в корнях, бабочки на пнях. Понравился вам текст? Какой нарисовалась картина? Неживой, будто все остановилось. Давайте попробуем все оживить. Под пенечком гриб стоял, на ветру листок плясал, на цветке пчела сидела, а на ветке птица пела. Протекал ручей в корнях, спали бабочки на пнях. Как теперь изменился текст? Почему картина ожила? Мы добавили слова: стоял, плясал, сидела, пела, протекал, спали. Это слова действия, глаголы. Ребята, глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы: что делать, что сделать, что делал, что сделал, что делает, что сделает. Давайте поиграем. Кто что делает? Да скажи. Что делает врач? Врач лечит. Строитель. Строитель строит. Пекарь. Пекарь печет. Повар. Повар варит. Ручей. Ручей течет. А птичка что делает? Птичка поет. Посмотрите, а что делает девочка? Девочка рисует бабочку. Закончила она свой рисунок? Нет. Она еще рисует. Ребята, если действие не закончилось, еще длится, надо задавать вопрос: что делает или что делать. Посмотрите на вторую картинку. Что сделала девочка? Девочка нарисовала бабочку. Закончила она свой рисунок? Да,
она уже нарисовала. Вопрос, что сделала или что сделать, надо задавать, если действие закончилось или же обязательно закончится. А как выбрать вопрос? Нам помогут слова-помощники. Слова «всегда», «иногда», «часто», «еще» указывают на вопрос «что делать?». Например, к словам левого столбика «что делать?» Отвечать, варить, печь можно добавить «всегда», «иногда», «часто», «еще». Всегда отвечать, иногда варить, часто печь. А слова «уже», «наконец» указывают на вопрос «что сделать?», и их можно употребить со словами из первого столбика. Что сделать? Ответить, сварить, испечь. Уже ответить, наконец сварить, уже испечь. Посмотрите на первую картинку. Мама варит обед. Что делает? Мама всегда что делает? Варит обед. Мама сварила обед. Что сделала? Мама уже что сделала? Сварила обед. Бабушка печет пирожки. Что делает? Бабушка часто что делает? Печет пирожки. Бабушка испекла пирожки. Что сделала? Бабушка наконец что сделала? Испекла пирожки. Ребята, распределим слова в два столбика. В первый запишем глаголы, отвечающие на вопрос «что делать?». Во второй – глаголы, отвечающие на вопрос «что сделать?». Пришить, шить. Решать, решить. Учить, научить. Выкопать. Копать. Молодцы. Вы очень хорошо поработали. Отдохните. Послушайте еще загадку. Отгадайте, кто это, что это. Шипит, ползет, извивается. Это, правильно, змея. Идут, бьют, тикают. Что это? Часы. Растет, цветет, пахнет. Цветок. Жужжит, летает, собирает. Это пчела. Молодцы, ребята. А что вы делаете по утрам? Да, пришло время для полезного совета. Вы сейчас вместе со мной прочитаете полезный совет. Потом будем исправлять ошибки. Когда просыпаешься, нельзя лежу в постели. Сразу надо встаю, открываю форточку и делаю зарядку. Между упражнениями надо отдыхаю. После зарядки надо умываюсь. Давайте исправим ошибки. Когда просыпаешься, нельзя что делать? Лежать в постели. Сразу надо что делать? Вставать. Что делать? Открывать форточку.
и делать зарядку. Между упражнениями надо что делать? Отдыхать. После зарядки надо что сделать? Помыться. Ребята, обязательно воспользуйтесь этим советом. Это полезно для нашего с вами здоровья. И подумайте, какой совет можете дать вы. Наш урок подходит к концу. И сегодня на уроке мы с вами узнали, что слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», называются глаголами и обозначают действие предмета. Если глагол обозначает незаконченное действие, надо задавать вопрос «что делать?». Если законченное действие, что сделать? Мне приятно было работать с вами. Если у кого-то что-то не получилось, что-то недопоняли, не беда. Не стыдитесь спрашивать. Вы все равно узнали что-то новое, значит, стали умнее. До свидания, до новых встреч.